Во вторник, 9 января, на 28-й республиканской научной конференции конкурсе молодых исследователей «Шаг в будущее» участвовало свыше 1800 школьников. Они представили свои исследования в рамках 42 подсекций, охватывающих 13 научных направлений. В число экспертов конкурса вошли более 350 человек, от ведущих ученых и преподавателей до аспирантов и студентов. Работы победителей и призеров будут рекомендованы для участия во всероссийских конкурсах и конференциях. Мероприятие завершилось минувшим днем, и об итогах этой конференции, о интересных моментах мероприятия мы сегодня поговорим с нашим гостем в студии. Это ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия Василий Павлов, соорганизатор данной конференции. Доброе утро. Доброе Рада утро. вас приветствовать. Василий Кузьмич, расскажите, пожалуйста, какие самые интересные проекты были? Потому что вот в сюжете мы посмотрели, удивительные вещи говорят дети. Мне удалось посмотреть, очень хорошие были проекты, но вот один проект очень был потрясающим. Это проект Романа Скорика из Нерюнгри. Это знаменитая такая школа у нас появилась, звезда абсолютная, да, так сказать, среди вот проектных школ. Да. Это школа ИТЛ-24, информационно-технологический лицей номер 24 имени Евгения Александровича Варшавского. Это в Нерюнгри. И там замечательный директор Жилин Сергей Михайлович. Он собрал удивительный коллектив, и просто школа бурлит и постоянно дает нам невероятные проекты. Да? Дети с такими интересными идеями выходят. И вот работа как раз Романа Скорика, она меня потрясла, потому что он использовал искусственный интеллект. Он создает такие образы, да, так сказать, он создал свою программу, очень интересную, удивительную, с новыми технологиями. Ее, значит, использовала компания Мечел для того, чтобы создать свой бренд. И потом, когда там число пользователей стало 12 тысяч, он просто продал свою платформу или свой этот продукт за 300 тысяч рублей. Это тоже замечательно, потому что это реальная работа, которая ведет к практическим результатам. Кстати, вот День защиты у него был день рождения, 11 класс. Я думаю, что это парень с такими просто невероятными перспективами. Да, так сказать. Надеюсь, что все будет замечательно, и дальше он будет создавать такие же проекты. Но потом хотел еще обратить внимание, да, Владислав, значит, такой Новгородов, интересный парень из Намской улусной гимназии, и он делает 3D, значит, используя принтер, блоки для строительства домов. Да, так сказать, это тоже интересно, используя местный материал. Семиклассник меня потряс, Алеша Федоров из Верхоянии, да, Верхоянская СОЖ. Он создал 3D-модель бизона, да, и эта 3D-модель используется для того, чтобы исследовать как раз в метавселенном виде, таком формате, да, так сказать, то, что происходило в древние времена, да, так сказать. То есть это такие палеоботанические, палеозоологические и прочие исследования, которые говорят о том, как быстро происходили изменения экологии в древние времена. То есть это потрясающая работа, которая имеет, значит, такое, знаете, очень интересные перспективы для развития. Но потом хотел бы как раз обратить внимание, что вот одна школа, да, ИТЛ-24, последние годы показывает удивительные результаты. Это Нерюнгринский район. И вот это, например, там были лауреатами стали, да, так сказать, Марина Ткаченко. У нее удивительная работа, связанная с использованием нейросетей для того, чтобы получать обратную связь для улучшения тренировок спортсменов. Да, так сказать, Дмитрий Гуреев, тоже замечательная работа по защите персональных данных. Да, используется очень искусственный интеллект, машинное обучение на очень высоком уровне. Смансыр Никита, значит, ребенок, который создал практически такое научное исследование с очень интересной точки зрения в области истории. Это использование солдатских сленгов солдат Первой мировой войны. То есть это тоже удивительный такой аспект изучения предмета. Ну и хотел сказать про нашего замечательного Осипова Евгения, который тоже из этой школы. Да, он создал 3D-ферму, которая сейчас используется очень активно. Это фактически аддитивные технологии, которые нужны для того, чтобы создавать небольшие детали и прочее, которые очень нужны сейчас. Тоже СВО и прочее. Вот это фантастические вещи, которые делают наши ребята. Поэтому я бы хотел сказать, что проекты удивительные, потрясающие, как сказал один Владислав Варов, значит, из Амги, да, так сказать, он постоянно у нас участвует, и он говорит, это невероятно, что есть так много интересных идей, оказывается, да, и действительно так, потому что сюда приехали ребята, они 10 и больше часов ехали, да, так сказать, ну, например, из Крисхальджаи,
да, так сказать, из Жиганска, да, вот это потрясающий Тампонского улуса, и у нас очень много представителей северных арктических районов улусов. Как раз мы сделали такое очень хорошее соревнование между разными, значит, командами, да, так сказать. Ну и самые большие такие команды у нас получились, да, так сказать, которые первое место заняла, это Чурапчинская, представители Чурапчинского района, да, так сказать. Потом, значит, у нас Старый Усть-Алдан и Нерюнгринский район, да, так сказать, третье место заняли. Среди команд среднего уровня, да, так сказать, вот как раз Мирнинский район занял первое место. И что самое замечательное, Верхояние, да, так сказать, район Верхоянский, он заняли второе место, да, так сказать. Ну и, соответственно, Жиганский район, третье место, тоже замечательно. Я очень хочу поздравить наших верхоянских коллег, да, так сказать, с такими замечательными успехами. И еще хочу отметить, что они отмечали 15-летие своей экспедиции, которые со школьниками проводят каждый год с помощью нашей академии. Ну вот сейчас мы на кадрах видим, что очень, ну, прошли кадры, что очень много людей было, да, то есть всего же работа множество, то есть, ну, это такой огромный праздник. 1800 школьников, это дети, я так понимаю, со среднего звена, да, начальных, по-моему, не было, да, со среднего до старшего звена. Совершенно верно, у нас и пятиклассники, да, и четвероклассники есть, много детей, которые как раз наших исследователей юных, которые вот 9, 10 класс, 11 класс очень активно, да, так сказать, это такой научный цех зимой, да, получается, это такое очень в начале года большое флагманское мероприятие, которое Малая академия наук проводит уже много лет, это наше такое, значит, самое основное мероприятие, которое позволяет нам в начале года найти вот таких одаренных детей, наших этих юных исследователей, которым мы рекомендуем для участия в федеральных конкурсах очень высокого уровня. То есть, получается, у них ступенька выше, да? Да, ступенька дальше выше, да, и это история, которая продолжается все время, да, потому что каждый год они еще улучшают и прочее, потом поступает самый замечательный университет, наш Северо-Восточный федеральный университет, и создают удивительные вещи. Эти ребята сейчас вот наша гордость, да, так сказать. Сейчас вот есть ребята такие, Полторыхин, Кирилл, да, которые создают там радиолокационные системы, которые нужны для того, чтобы подавлять, например, различные дроны, которые могут быть очень хорошо используются сейчас. То есть такие вещи, которые уже наши дети прямо активно используются, все их разработки у нас в стране. Скажите, а что получают победители конференции? Да, победитель конференции — это у нас перечневая конференция, которая входит в специальный список Министерства просвещения Российской Федерации. Каждый ребенок у нас становится, который победитель и призер, входит в так называемый список ГИР. Да, это государственный информационный ресурс, то есть он входит в список одаренных детей России. То есть за ним забота, интерес и прочее, и потом гранты, хорошие повышенные стипендии, это повышает всякие шансы, их шансы для поступления в хорошие вузы. Все наши участники как раз поступают в университеты повышенного уровня и показывают удивительные результаты. Ну, прям заражаешься вашей энергетикой, есть желание отдать туда ребенка. Ну, мне повезло, он уже там. Несколько пожеланий нашим молодым телезрителям, кто только задумался о том, чтобы заняться наукой серьезно, несмотря на юный возраст. Наука — это удивительная дорога открытий, которая как раз можно сделать удивительную историю, и в этой истории вы самые главные, да, так сказать, от вас все зависит. Поэтому дерзайте, идите вперед, читайте много, общайтесь, и самое главное, работайте вместе со своими родителями и учителями. Василий Климович, да, большое вам спасибо за то, что вы сегодня посетили наш эфир, и желаем вам успехов, и особенно вашим детям. Да, спасибо огромное. Потому что все они все равно ваши дети, которые потом добиваются успеха и продвигают, в том числе и нашу республику. Огромное спасибо. Да, спасибо. Спасибо.